Салем Дусар Халайсыздар, Кинельквилерн Схалай. Приветствую вас, друзья. С вами сегодня Юля from Казахстан, и мы продолжаем. Сегодня у нас с вами новая фраза. Жеке куаляк. Жеке куаляк означает следующее. Удостоверение личности. А теперь давайте поясню за удостоверение личности тем, кто не живет в Казахстане и смотрит это видео. Дело в том, что в ваших странах есть понятие внутренний паспорт и внешний. То есть, когда вы уезжаете куда-то за границу. У нас есть тоже понятие заграничного паспорта, и у нас нет внутреннего паспорта. Вместо него у нас есть удостоверение личности. В общем-то, вот и вся разница. А теперь давайте научимся это читать. Помним правило о том, что как пишется, так и читается, и ни одна буква не искажается. Если у нас написана буква Е, значит мы ее и читаем соответственно, да? Как и любую другую. Же, жеке. Же, жеке. Кстати, хочу сказать за слово жеке. В данном случае это будет как личности, да? Куаляк – это удостоверение, жеке – личности. Соответственно, здесь построено словосочетание. В общем, ладно, дело не в этом. Дело в том, что если вы полезете в словарь, возможно, вы полезете где-нибудь в Google Translate, еще что-то. Там не всегда будет много-много значений, а данное слово, оно, знаете ли, многогранно. Оно может переводиться по-разному. Оно может и как личность переводиться, и как отдельный может переводиться, и как частный, например, жеке нотариус, да, частный нотариус. В общем, по-разному данное слово может переводиться, в зависимости от контекста. Ну а теперь погнали дальше. Слово куэлек. 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 Сначала видим обычную букву У, то есть как пишется, так и читается. Затем мы с вами видим букву Э. Прочитать букву очень и очень просто. Слово няня, да-да-да, я понимаю, оно вам уже надоело, но тем не менее, давайте вспомним, как это читать. Убираем букву Н, то есть убираем согласную. И буква Я звучит как Э. Няня, Эня, Эня, Эня. И теперь соединяем эти три буквы. Ку-э, 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 ку-э. И краткое при произнесении буквы не слышится. Так же, как и в слове няня, когда убираем согласную, и краткое при произнесении буквы Я не слышится. Ку-э, ку-э, ку-э. А теперь слово куэлек, куэлек, куэлек. Пробуем. Если не получается, давайте сейчас объясню. Вся загвоздка у вас будет в букве Ее научиться читать очень и очень просто. Если вы смотрели мои предыдущие видео, то знаете, что мы с вами берем слово няня или слово ляля, убираем согласную букву, первую согласную букву, да, и что мы слышим? Что буква Я у нас звучит как буква казахского алфавита. Ведь когда мы произносим букву Я в начале слова, например, в слове яблоко, да, то что мы слышим? Изначально у нас слышится и краткое. Яблоко, яблоко, да? Вот. А когда мы произносим букву Я внутри слова, в согласных, между согласными точнее, да, то мы слышим именно звук куэ, куэ, куэ. Что хочу сказать по поводу данного слова. Оно действительно читается сложновато, но нужно немножко потренироваться. В русском языке ведь тоже есть такие буквосочетания, которые иной раз читаются, сложновато. Куэ, куэ. Ну и последний слог лк, лк, лк. Палочка с точкой – это нечто среднее между буквами и и. Нечто среднее, да, если это твердое, и это мягкое, то буква
палочка с точкой– это что-то между ними. Нужно научиться это чувствовать. Ну а теперь все это вместе соединяем. Куалык, куалык, жеке куалык. Дамы и господа, я рада, что сегодня мы с вами научились читать еще одно выражение на казахском языке. Ну а мы с вами увидимся в следующий раз. Ваша Юля from Казахстан.